Ну и снова здравствуйте. Сегодня у нас 11 декабря на календаре уже. Температура у нас далеко не зимняя, всего -5. Комфортная такая. Как раз сидеть с удочкой, что некоторые и делают с удовольствием. Смотрю, вот там мужик сидит с удочкой. Не знаю, вроде Коля Тюриков, что ли. Не знаю, что он ловит. Время уже 11 часов. Потому что с утра были кое-какие дела. И ехал сегодня очень долго. То с одними поговорил рыбаками, то с другими. Ну, общая картина вырисовывается такая. Везде затишье, везде бесклёвие. Кто ловит сига, хариуса, ну, на продольничке с маленькими крючками, на удочке, ну, 5-6 рыбок в день. Кто ловит налима крупного нет ни у кого. Так что я не знаю, куда он пропал, куда он делся. И ищем, меняем места. Вот вчера я тоже поставил 11 палок, поменял местами. Вот тут вот поставил на новое место. Так что сегодня у нас есть надежда. Надежда есть всегда. Вот 11 палок я вчера все-таки переставил. Ну а мужики говорят, что рыба не клюет. Все ждут морозов. Все ждут шевеления рыбы. Ну а пока не будем времени даром. И сегодня мы начнем проверку с тех палок, которые вчера переставили. Потому что возможность невозможно, стемнеет. Заканчивать проверку придется уже под фонариком. И все-таки на новом месте надежда есть. Надежда больше, чем на старом. Хотя на старом тоже есть. Сделал вчера вот два продольничка. Два продольничка сделал специально для язей, для хариузов. Налимовые переметы пока не ставлю. Потому что еще не нашел крупного налима. Ну а продольнички на мальков продольнички я сегодня поставлю 2 штуки. По пути сюда заезжал к своим ловушкам на мальков. Поймал вот сколько мальков поймал. Сейчас я это все закину в тюрьму. Оставлю только, чтобы насадить. Короче, запас впечатляющий. Вон тюрьма. Прямо сейчас же и закину. Так что вот как-то вот так. Ну что, пошли проверять? Ну что, пошла проверочка. Проверяем первую палку с вчерашних переставленных палок. Ну и смотрим, сработали, не сработали. Конечно, хотелось бы, чтобы сработали. Что мы видим? Видим пустой крючок и маленький налимчик, который попался на малька. Вот такой вот маленький налимчик. Вообще детеныш. Видите? Вот этот налим зацепился за губу. Мне он не нужен. Я даже его на живца не буду нацеплять. Он выживет 100%. Я таких отпускаю. Если кто-то думает, что я такой монстр и зверь, ошибаетесь. Этот выживет 100%. Пусть гуляет. Так, сюда мы насаживаем по новой. Ерши я сегодня не взял, так как они сопливые, малявки у меня сдохнут. Их осталось очень мало. Сегодня я насаживаю все на мальков. На меньше крючок малек поменьше. На крупный крючок малек покрупнее. Так, и теперь оставим столько мальков, сколько нам надо, необходимо для проверки. Остальное убираем в тюрьму. Блин, примерзло еще.
Мы убираем тюрьму вот таким вот способом, чтобы по одной не ложить. Удобнее, конечно, с пятишки, но пойдет и так. Так. Оставляем столько, сколько необходимо. Сегодня нам на проверку. Остальные пусть поплавают в баночке. Вон сколько мальков здесь. Штук 500-то точно есть, если не больше. Сейчас мы это все крепим к палке прямо. И отпускаем в воду. Палка обледенела. Это чтобы веревка не соскакивала. Самозатягивающаяся петля. Все готово. Теперь мы это хозяйство отпускаем сюда, и у нас опять есть НЗ малявок. Я не знаю, как работает, не работает, но я так думаю, она выполняет еще и функцию телевизора. Если рыба рядом проплывает, она же видит, что в банке много мальков. Ну и проявляет интерес, подплывает, а там бац-бац, еще два малька на крючках. Цап-цап и готово. Смотрим. Дырочки маленькие, так как вчера я ставил под бур, не раздалбливал. Что-то маленькие тоже есть, еж целый. Вот такой вот налимчик. И уже умер с вчерашнего дня. Его уж точно смысла отпускать нету. Он заглотил до желудка и помер. Так что никакого смысла отпускать не вижу тех налимов, которые заглотили до кишков. Вот такой вот налимчик. Первый пошел. Крупного так и нет. Ну что, смотрим. Что-то новое место тоже не радует меня крупными налимами. Здесь тоже пусто. Живец живее живых. Еж, малек. Налима нет. Разведка не принесла результатов. Ну ладно. Лед здесь тонюсенький, так что опасно проверять. Но дальше туда пока не идем. Потому что здесь вчера пытался пройти, клешней утыкаю, протыкается с одного раза. Ну, сейчас здесь залил, я думаю, будет нормально.
синий. Какая-то натяжка есть. Что-то небольшое есть. Кто-то дергает. Такой вот налимчик. Заглотил глубоко, да и из крови. Заглотил до желудка. Вот такая вот рыбина. Новое место все проверили, что вчера переставляли. Крупного нет. Ничего, подмерзнет. Будем дальше искать. Смотрим дальше. Пусто. Пусто. Как в кармане. Что там он, кого там лаял? А? Кого ты там вылаивал? Да. Смотрим. Налим не клюет, но мы все смотрим. В каждой лунке есть надежда. Даже в теплой. Так, здесь натяжечка есть. Не знаю, что там. Небольшая. На малька попала. Возможно, язь. Нет, налимчик. Вот такой вот налимчик. Ну, этот уже вполне достойный. Этот уже ближе к килограмму. Вот такой вот налимчик. 2 ерша висело. 2 ерша. А попал на малька. Вот такой вот налимище. Налимище. Нормально. Этот уже не шнурок, это уже ботинок. Полезай в кузовок. Кстати, друзья, хочу показать, как отцеплять налима. Вот многие, смотрю, мучаются, щипцами в рот лезут туда-сюда. Но вот заглотил он до желудка, да? Видно только край. Смотрите. Не надо лезть в рот. Не надо налиму лезть в рот, царапать руки туда-сюда, рвать лески, оставлять крючок. Просто смотрим сюда со стороны жабер. Вот жабры. Раскрываем жабры. Пальцем подаем. Вот он крючок. Получается. Берем и спокойно вот этот крючок отцепляем с желудка. Все. Со стороны жабер. Крючок, все. Крючок отцеплен. Желудка вытащили. И пихаем в жабры. И здесь спокойно уже отцепленный. Он выходит. Не надо со стороны пасти вытаскивать крючок. Мужики, вы что? Смотришь на вас, как вы мучаетесь с этими крючками. Кто-то рвет, кто-то режет, кто-то ножом начинает рот резать налиму. Не надо, спокойно открыл. И со стороны жабер спокойно отцепил и вытащил. Легко и просто. Ну вот. Более-менее хоть один налимчик.
Смотрим. А здесь пусто. Пусто. Но малька съели. Видишь, на месте малька нет. Кто-то был. Смотрим. Так, здесь, наверное, удобнее так будет понять. Небольшая натяжечка есть. О, уснул. Уснул налимчик. Только. Ну-ка. Вот такой вот налимчик. Умер. Заглотил. Меньше суток прошло и уже умер. Такой вот налим. Жабры красные еще. Только-только окочурился. Может быть, даже немножко живой еще. Что там, он? Налим будет здесь? Нет? Налим здесь есть? Ну, скажи. Молчишь? Значит нет никого, да, хочешь сказать? Хоть бы галкнул. Что-то есть. Что-то есть. Вот такой вот налимчик. Заглотил. Вот так вот. Фу. Ну что, друзья, вот и закончилась наша сегодняшняя рыбалка. Сегодня нам попало 5 налимов. Ну, где-то это около килограмма, а эти где-то по полкилограмма. Я так думаю, общая масса будет килограмм 2-3. Но 2,5 будет здесь точно. Так что здесь не одна жареха, а пару жарех будет точно. Самый длинный вон 40, около 50 сантиметров. Самый короткий около 40 сантиметров. Вот такие вот нормальные налимы. Ну как нормальные? Это, конечно, не нормальные. Но по сравнению со шнурками, что в последнее время попадало, это уже более-менее. Сегодня язей нет, харюза нет, но зато есть налимчики. Так что сейчас я останусь, половлю немного ершей, закину пару продольников. И до завтра, друзья. Завтра встречаемся здесь, в этом же месте. И будем смотреть опять наши палки. Всем пока. Сколько мы сегодня поймали. Целых 5 налимчиков. 5 налимчиков поймали. Туманчик. Туманчик. Да, туман. Ой, какие там налимы. Ой, какие налимы.